Осел на крыше. О том, как диктатор Эмомали Рахмон совершает измену родине, ведет бизнес, героиновый бизнес с Талибаном и продает Памир за долги Китаю. Пока взоры всего мира прикованы к ситуации вокруг Украины, и мир, по мнению политологов, может оказаться на грани войны между Россией и НАТО, таджикский диктатор Эмомали Рахмон в эти же часы и дни взрывает ситуацию в Азии. На другом конце постсоветского пространства, на границе с Китаем и Афганистаном. Рахмон согнал на Памир тысячи карателей. Спецназы МВД, ГКНБ, это Государственный комитет национальной безопасности, потомок советского КГБ. Министерство обороны, прилетел даже белорусский спецназ МВД. В Хорог для убийства граждан доставлены бронетранспортеры и даже пушки. Чего требует диктаторский режим Рахмона от народа Бадахшана? Диктаторский режим Рахмона безнаказанно творит беспредел, начиная с бандитских 90-х годов. Совершает свои преступления против человечности на протяжении 30 лет. Он требует от населения города Хорог выдать участников и активистов митинга протеста против полицейского беспредела. 25 ноября 2021 года спецслужбы задержали общественного активиста Гульбидина Зиёбекова по обвинению в избиении. В него выпустили 7 пуль. Его добивали медленно и с наслаждением. Так был убит Гульбидин Зиёбеков, который вступился за честь местной женщины, подвергшейся харассменту, настойчивым домогательствам и угрозам со стороны прикомандированного прокурора района Рошкала Абирзода. Митинг в Хороге потребовал расследовать преступления и наказать убийц. Но против митингующих было применено оружие. Погибли еще 2 граждан, ранены 10. Теперь режим требует от городской общины выдать лидера общественного мнения и еще 6 активистов. Я не нахожу экономической целесообразности для режима Эмомали Рахмона тратить огромные бюджетные средства для ареста одного из лидеров общественного мнения в Горном Бадахшане, полковника погранвойск в отставке Мамадбухирова. Но есть несколько более или менее логичных объяснений безумству диктатора Рахмона. Политологи, наблюдатели в таджикском сегменте социальных сетей и не только. Либо это шумиха, отвлекающий маневр и прикрытие провоза крупной партии героина из Афганистана, либо, как пишут таджикские и российские эксперты, это подготовка продажи или реализация продажи Бадахшана Китаю и выполнение повышенных обязательств по контракту. Если это второе, то это медвежья услуга Рахмона также и Китаю. Я не думаю, что Китай заинтересован в росте антикитайских настроений в Таджикистане и в Центральной Азии, что ему нравится создание образа врага и подпитка страха китайской угрозы, страха китайской экспансии. Слишком большие усилия и надежды вкладывает Китай в свои проекты в Центральной Азии, чтобы спокойно смотреть, как сиюминутный диктатор под эти проекты бомбу. Версия о героиновых поставках Эмомали Рахмону под прикрытием военно-полицейской операции в Бадахшане получает
некоторые частички пазла, недостающего пазла. В 2021 году Рахмон в ущерб своим гражданам и развитию экономики Таджикистана подарил Талибану более полумиллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это в условиях дефицита и веерного отключения электричества в Таджикистане, когда порядка 80% территории Таджикистана и населения Таджикистана обесточены зимой в холода, обесточены больницы, обесточены школы и дома. Вы понимаете, что такое холод в Таджикистане, высокогорье, где снег от метра до 2 метров высотой, процента территории Таджикистана это горы. И ледники, вечные ледники. В сельской местности. И Рахмон вместо того, чтобы обогревать люльки младенцев в сельской местности, продает электричество дружественному Талибану. Из 1 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов, который поставил Рахмон Талибану, афганская компания Брешна оплатила меньше половины и задолжала $33 миллиона, ссылаясь на заморозку средств и паралич банковской системы. Кроме того, различные источники сообщали, что Рахмон, публично выдавая себя за борца с талибами и защитника Паншера, перепродает Талибану российские ГСМ и российское же оружие. Вы спросите, разве Рахмон не знает, что счета афганского правительства заморожены и что у талибов нет денег? Даже для зарплаты сотрудникам. Конечно, знает. Партии героина в несколько тонн через Бадахшан в счет оплаты каких-то услуг Эмомали Рахмона, Талибану. Как тут не вспомнить, к слову, недавнюю просьбу Саймумина Ятимова на переговорах с кыргызским коллегой Ташиевым прикрыть его и помочь ему в одном тонком деле. То ли Ташиев должен беспрепятственно пропустить или пропускать этот груз и другие грузы, получив свою долю, конечно, то ли вовремя поджечь границу для отвлекающего маневра. Вот и Талибан накануне призвал Таджикистан и Кыргызстан к решению спорных вопросов на границе путем диалога. И каждый день появляется все новое подтверждение о том, что через таджикско-афганскую границу Талибан переправляет на территорию Таджикистана крупные партии героина. Буквально вчера сайта «Диалог», в котором сообщалось, что узбекские спецслужбы задержали более 200 килограммов героина, шедшего из Таджикистана. Тем временем жители Хорога недавно сообщали о подозрительных автомобилях с людьми, одетыми в афганскую одежду, которые курсировали по ночам между отделами таджикских спецслужб в Хороге и границей. Хорог взят в блокаду, опутанную колючей проволокой. Жителям рекомендовано не покидать дома. Вообще блокада Хорога — это не новость для Таджикистана и для народа Таджикистана. Блокада Бадахшана длилась 5 лет. Эмомали Рахмон не зря назвал себя
фюрером нации Пешлой Милат и закрепил это звание в первый раз. В 92-97 году он заблокировал целую область, Горно-Бадахшанскую автономную область, не покорившуюся его бандитам в гражданской войне, и обрек население области на голодную смерть. Население Горно-Бадахшанской автономной области выжило благодаря гуманитарным поставкам муки и сухого молока, которые шли через кыргызский Ош. Надо сказать спасибо братскому Кыргызстану сегодня, несмотря на некоторые, так сказать, трения, противоречия, которые возникли, опять же, по вине таджикского фюрера Эмомали Рахмона, не способного за 30 лет решить пограничные вопросы с соседями, занимавшегося все это время накоплением, воровством и грабительством, и рассаживанием своей многочисленной семьи, так сказать, постам. Мы должны помнить, что оказали большую помощь и поддержку гражданской войны 92-97 годам. Надо отдать должное, быть справедливым в этом. Они приютили большое количество беженцев, интеллигенцию, и они также позволили доставки гуманитарных грузов через свою территорию голодающий Бадахшан, грузов фонда Агахана и грузов из Соединенных Штатов Америки. Все должны помнить, также отдать должное, что на мешках с мукой была эмблема USA, и также и на ящиках с маслом, коробках с маслом, тоже была эмблема USA. Недавно американское посольство решило напомнить об этом таджикским властям. Видимо, имели повод, имели причину. Не единственный. Фюрер Эмомали Рахмон пришел к власти после длительной блокады столицы Таджикистана, города Душанбе. Многие, может быть, не помнят или забыли, или не хотят вспоминать, что банды Эмомали Рахмона обстреливали из артиллерии столицу Таджикистана, город Таджикистан, город Душанбе. И силы сопротивления, силы, которые поддерживали законное на то время правительство национального согласия, покинули город Душанбе, вышли из города после того, как дали тысячам беженцам уйти из Душанбе в сторону Гарма и в сторону Памира, выиграли время и после этого покинули Душанбе, чтобы сохранить город от разрушения, чтобы сохранить мирное население от бомбежек, которым подвергал Душанбе Эмомали Рахмон и его банды. В это сложно поверить, что так называемый спаситель мира и национального согласия Эмомали Рахмон с
стрелял по домам с младенцами. Микрорайон Заравшон, микрорайон Южный, поселок Южный обстреливались целенаправленно из пушек и танков. Люди прятались в подвалах. Сегодня, кстати, вот на фоне событий вокруг Донбасса, где говорят, звучит такое слово, как геноцид против мирного населения в связи с обстрелами и убийствами, да, с разных сторон. Так вот, население города Душанбе тоже пряталось в подвалах от обстрелов. А потом начался, когда банды Эмомали Рахмона вошли в Душанбе, начался натуральный геноцид. Началась резня по также этническому, субэтническому и религиозному признаку. Когда тысячи людей, которые поддерживали законное правительство национального согласия, были расстреляны. И тысячи представителей Горного Бадахшана были расстреляны прямо в Душанбе, прямо при солнечном свете, не стесняясь. Они вытаскивали людей из троллейбусов, проверяли произношение и расстреливали тут же и бросали трупы в арыки. Только Горный Бадахшан не подчинился этим бандам. И в 92 и 97 году только в Горном Бадахшане, в то время как на всей территории Таджикистана чинил беспредел Эмомали Рахмон и его банды, насиловали, массово насиловали в Файзабадском районе, убивали в Гарме, в Тавильдаре, в Ригаре, в Гисаре, Курган-Чубе. Есть массовые братские захоронения безымянные, которые ждут своего дня для того, чтобы послужить свидетельством на таджикском Нюрнбергском суде против диктатора и убийцы, изменника Родины Эмомали Рахмона. Не случайно Эмомали Рахмон и его кукольное правительство марионеток отказало рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям в их предложении создать списки исчезнувших во время гражданской войны. Он боится, потому что это буквально обвинительное, это просто обвинение в преступлении против человечности. Поэтому у жителей Горного Бадахшана, у граждан Хорога сегодня нет никаких иллюзий по поводу того, что Эмомали Рахмон и его хунта способны вновь и вновь, как они уже это делали в 2012 году и позже, пролить невиновную кровь граждан, мирных граждан Таджикистана. Я хочу в то время как в 92-97 годах
на всей территории Таджикистана Эмомали Рахмон и его банда, его хунта чинили беспредел, расстреливали и насиловали. В Горном Бадахшане царил мир. На самом деле, я был там, я видел своими глазами, в то время как население Горного Бадахшана голодало, когда люди стеснялись заходить в гости друг к другу, когда заходили на минутку и тут же отказывались от приглашения сесть за общий стол, понимая, что всем есть нечего. И вот в это время в Горном Бадахшане царил мир на самом деле. Там было две вооруженные силы одновременно. Там была самооборона Горного Бадахшана, в которой членом которой, кстати, был нынешний полковник в отставке погранвойск Мамад Бокиров, которого требует выдачи хунта Эмомали Рахмона сегодня. Он был членом самообороны Горного Бадахшана. Этот отряд подчинялся объединенной таджикской оппозиции, руководству объединенной таджикской оппозиции и ее лидеру Саиду Абдулло Нури. И в это же время в Хароге стоял гарнизон российских погранвойск. И вот эти две силы мирно уживались и вместе, сообща, защищали Горный Бадахшан от банд Эмомали Рахмона. И эти годы в Хароге, в Памире, на Памире, в Бадахшане, Горно-Бадахшанской автономной области царил мир. Люди гуляли по улицам, ночами на площади, куда недавно приносили труп Гульбедина Зиёбекова после пыток и 7 пулевых ранений, где был митинг недавно, в ноябре. Вот на этой площади, перед облсполкомом тогда, ночами, летними ночами и до наступления холодов проходили дискотеки. И молодежь там танцевала, молодежь Харога. В это сложно поверить людям, которые находились в остальной части бандитских условиях 90-х годов в Таджикистане под властью бандитов Эмомали Рахмона. Но это так. Это факт истории. И об этом знают тысячи и тысячи, кроме меня, людей, живых свидетелей того, в каком положении был Горный Бадахшан. В состоянии блокады со стороны Рахмона, в состоянии голода, но не сломленный дух, и люди поддерживали друг друга. И в состоянии свободы. Для меня уже давно не стоит вопрос о том, что власть в Таджикистане принадлежит хунте, организованной преступной группировке, практически наркокартелю. Но героин далеко не единственная отрасль народного хозяйства семьи, экономики семьи Эмомали Рахмона. Развитие экономики страны, территориальная целостность, укрепление государственности, жизни и здоровья граждан, неаварийные отапливаемые школы, больницы. Надо поездить по районам, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся школы и больницы. В каком ужасном состоянии. Как потолки готовы обрушиться на больных и на учеников в любую минуту. Его не волнует и его хунту высокий уровень здравоохранения. Его племянники ломают челюсть министру здравоохранения из-за смерти
своей матери, сестры Эмомали Рахмона. Но разве это не вы продаете, разве это не вы довели систему образования до этого уровня и систему здравоохранения, когда все разумные люди, когда все уважающие себя люди и в профессии, ну не все, конечно, но многие покинули и покидают Таджикистан из-за безнадеги, говоря, здесь нет будущего. Вы сломали дух народа. Лучшие люди, лучшие умы, честь и совесть этой нации либо покинули Таджикистан, либо умерли от голода и холода, либо прозябают в нищете сегодня, забытые. Кто виноват, что от неправильного лечения ковида умерла сестра Эмомали Рахмона? Кто? Разве не вы плодите баранов, чтобы продавать баранам дипломы о высшем образовании? Но, как известно, бараны лечить не могут. Поэтому бараны баранам ломают челюсти, чтобы потом за особые заслуги, как министру здравоохранения со сломанной челюстью, выдавать ордена, чтобы молчал. Это как бы плата за то, что тебе сломали челюсть, министр здравоохранения. Также они перепродают ГСМ, электричество. Они продают все, что лежит, все, что движется. Они продали всех нас, граждан Таджикистана, с потрохами, вместе с землей, водой, горами, недрами, ради крупных счетов в офшорах и в Швейцарии. Продали не только нас, но и наших внуков, наших правнуков, их будущее. Наши правнуки будут рождаться, появляться на свет, уже будучи должниками и рабами. Как тут не вспомнить слова Мамад Бухирова о том, что, будучи командиром погранотряда в Мургабе, он задержал 736 килограммов героина, принадлежащего тогдашнему главе ГБАО. И что система, эта хунта ОПГ Рахмона не может ему этого простить. 736 килограммов героина всего лишь главы области. И всего лишь одна разовая партия. Но героиновая тема неисчерпаема. Но вполне возможно, что под карательную операцию хунты против народа Бадахшана подверстаны и другие цели. В кругах политологов и аналитиков наряду с героиновой версией не менее убедительно звучит версия продажи Рахмоном Бадахшана Китаю. Речь идет о Мургабе. Это часть Горно-Бадахшанской автономной области, большая часть. Это огромная высокогорная плата на крыше мира с лунным ландшафтом и многочисленными запасами природных ископаемых. От Китая до Рушана, до Дарваза практически. Мои друзья, журналисты и геологи еще советского периода говорили, что мы в Таджикистане и на Памире ходим не только по золоту и серебру, но по всей системе таблицы Менделеева, и что таджикский Бадахшан – это НЗ, неприкосновенный запас СССР, что нас берегут, что нас хранят, как зеницу ока. Кто не знает, я скажу, первая советская бомба,
которая сослужила огромную службу в построении, выстраивании системы ядерного сдерживания, была начинена таджикским ураном. Теперь эта территория Бадахшана, якобы отдается китайскому соседу в аренду на 100 лет. Или уже отдана. Все засекречено, и Рахмон, и китайская сторона молчат об этом. Товарищ господин Рахмон, за сколько вы продали родину? Правда ли это, что вы изменник родины и что вы ее продали? Уважаемые товарищи, руководители Китая, пролейте свет на эту ситуацию, пожалуйста. Насколько это правда? Что происходит? Мы должны это знать. Мы граждане Таджикистана, даже находясь вне территории Таджикистана. Нас это беспокоит. Мы имеем право знать о том, насколько это правдиво. Ранее в прессу попал документ, согласно которому на фоне захвата талибаном Памирского приграничья имам Али Рахмон сам предложил Китаю передать ему землю, на которой построена на территории Таджикистана, на территории Горного Бадахшана, построена китайская военная база. Рахмон сам предложил Китаю забрать эту землю, территорию Таджикистана. Я держал в руках этот документ, я его видел. И если потребуется, я могу его предъявить в эфире. Все в Таджикистане помнят, что Рахмон ранее, в 2011 году, уже передал Китаю часть территории Бадахшана, более 1000 квадратных километров. Это произошло преступно, скрытно и по-воровски тихо, в нарушении статьи 7 Конституции Таджикистана о территориальной неделимости и неприкосновенности Таджикистана, без какого-либо референдума и в обход областного совета ГБАО. Вообще по поводу областного совета ГБАО очень много вопросов. В ваших руках конституционное право защищать интересы, отправлять свои патриотические интересы по защите целостности Таджикистана, по защите прав граждан и по защите прав этнического и религиозного меньшинства, проживающего в Горном Бадахшане. Вы ведете себя безответственно. Для лучшего понимания нюансов положения и того, что такое Бадахшан или иначе Памир, для тех, кто никогда не жил, не знает, не жил в Таджикистане, не знает, что это такое, кем населен Бадахшан и чем он уникален, я скажу несколько слов. Это горная система, занимающая половину территории Таджикистана. Это высокогорная территория. Здесь самые высокие горы в бывшем СССР. 7500 метров. Высшая точка, пик. Бывший пик коммунизма и теперь пик Исмаила Самани. Это в 2 раза выше Монблана во Франции. За пределами Таджикистана выше может быть Эверест и еще несколько других вершин, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.
я думаю. Здесь уже 3000 лет, по данным историков, по меньшей мере 3000 лет на Памире, в Горном Бадахшане, в восточной части Таджикистана, живут малые индоевропейские народы, говорящие до сего дня на древних восточно-персидских, восточно-иранских наречиях, близких к языкам скифов, сарматов и аланов. Численность населения этого живого этнолингвистического сообщества, этого памятника живого этнолингвистического, колеблется от 300 до 500 тысяч человек вместе с теми, кто живет за пределами исконного региона. Тысячи лет эта община выживала в суровых горных условиях, где зимой местами до минус 50 градусов мороза и высота снежного покрова до 2 метров. Они забрались высоко в горы, в изолированные горные долины, чтобы сохранить свою идентичность. Они очень болезненно воспринимают диктат чужой силы и посягательство на их землю и на их свободу. Я полагаю, что происходящее сегодня в Бадахшане должно стать поводом для серьезной тревоги в ЮНЕСКО на международном уровне. Вопрос о неприкосновенности и сохранности этого общемирового бриллианта должен быть рассмотрен чрезвычайно серьезно. Рахмон умышленно делает это в то время, когда взгляды мира прикованы к Украине и к кризису отношений между Россией и НАТО. Кроме того, очевидно, что Рахмону, как и пик Исмаила Самани на Памире, недоступно представление об уникальности, хрупкости и неизмеримой ценности для Таджикистана и таджикского народа культуры и самого существования древних малых памирских субэтносов и языков. Для Рахмона непонятно, что язык пулеметов и пушек на Памире против малочисленного народа неприменим, недопустим, недозволен. Это может обернуться трагедией для всего Таджикистана. Но это способно отозваться большой бедой во всем нашем чувствительном регионе Центральной Азии. Опять же, почему Рахмон это делает сейчас? Он надеется, что весь мир занят ситуацией вокруг Украины, что миру не до Памира, не до крыши мира. И Рахмон, как считают аналитики, также торопится закончить зачистку несогласных, всех несогласных, всех людей, кто еще не потерял достоинства. Зачистку перед транзитом власти по наследству своему сыну Рустаму. В 1992 году Рахмон и его банды, войдя в Душанбе, развязали резню против бадахшанцев, как я уже сказал. И потом преследовали они беженцев до Памира. Они бомбили. Этот фюрер, они бомбили с воздуха колонны беженцев, уходящих на Памир. Но он не предполагал, что обратная волна сопротивления начнется с Памира, и через 5 лет уже вооруженная и прошедшая Афганистан оппозиция, таджикская оппозиция, объединенная таджикская оппозиция ОТО, будет стоять на высотках над президентским дворцом в 1997 году. Эмом Али Рахмон должен знать, что закон бумеранга никто не отменял, и что выстрелы в святых местах Бадахшана отзовутся грозовым эхом. Эмом Али Рахмон также должен знать, что если он хочет развязать новую гражданскую войну в Таджикистане, это его фатальная ошибка и многократная ошибка.
И в том числе это не лучший подарок его наследнику. Рустам в гражданской войне 92-97 годах переложить всю свою вину и передать ее по наследству, он совершает большую ошибку, фатальную для будущего своего сына. Народ не забудет, что ради благополучия и власти одного сынка фараона, к тому же, возможно, не родного, были убиты тысячи младенцев в колыбелях Хорога и тысяч обесточенных сел и больниц. Если Рахмон применит силу против жителей Горного Бадахшана, против жителей Хорога, это может иметь самые печальные последствия для стабильности в Таджикистане и во всем регионе. Уже штатные клоуны хунты, видимо, по команде сеют рознь между регионами Таджикистана. И, по сути, уже подготавливают объявление начала Второй гражданской войны или возобновления гражданской войны. Но, слава Богу, даже их земляки из Куляба опровергают вот эти беспринципные заявления от имени так называемых пехотинцев фюрера и в ожидании его приказов для того, чтобы якобы навести, так сказать, порядок и восстановить законность. Какую законность? Какую законность? Эта хунта антиконституционна сама. Эта хунта сама вне закона. Силовое кровавое подавление мирного гражданского неповиновения жителей Бадахшана может запустить опасные для власти и мира в Таджикистане процессы. Консолидация антидиктаторских настроений среди граждан Таджикистана уже произошло. Это самое малое, что уже совершено. Рахмон, он добился уже, и его министры, силовые министры, вы уже добились того, что протестные настроения консолидировались против хунты. Кровь в Хороге запустит, кроме того, механизмы мести и партизанской войны. Это не шутки. Вы играете с огнем, товарищи, господа, товарищи, тамбовские волки, вам, товарищи. Граница с Афганистаном в этих местах большую часть года весьма условная. Вместо того, чтобы заручиться поддержкой населения Горного Бадахшана по защите рубежей страны, режим Рахмона собственными руками создает очаг партизанской войны внутри страны. На фоне очевидного даже для слепых роста протестных настроений, вызванных падением уровня жизни в Таджикистане, падением не просто куда-то, а падением уровня жизни в Таджикистане в африканские джунгли, будет достаточно даже одной спички, чтобы забушевало по всей стране. Вы ведь оголили другие участки, концентрируя сегодня силы в Бадахшане. Но даже этого вам недостаточно в Бадахшане. Даже этого вы, даже там, бросив все силы в Бадахшан, вы боитесь. Вы боитесь, и вы правильно боитесь. Потому что, наверное, среди вас есть люди, сомневающиеся и понимающие, что это чрезвычайно опасно, что вы копаете могилу себе. Что режим покончит, бесславно покончит с собой.
если совершит непоправимое в Горном Бадахшане. При этом Рахмон станет или уже стал, уже стал, без сомнений, государственным изменником, который в угоду собственному карману и карману своей семьи за долги, которые сделало его марионеточное правительство. Он торгует территориальной целостностью и государственной независимостью Таджикистана. Он угроза и территориальной целостности Таджикистана. Ему доверили то, что нельзя доверять проходимцу и человеку, который не понимает ответственности за то, что он делает. Ответственность не только перед Таджикистаном, перед гражданами Таджикистана, это ответственность перед всеми жителями Центральной Азии и перед партнерами, потому что в связи с его действиями он вызывает рост радикальных настроений, радикальных исламистских настроений. Он также вызывает критический рост, что совсем не в интересах Китая. То неадекватные, непропорциональные действия Рахмона и его силовых министров в Бадахшане работают на алармистские настроения по поводу китайской угрозы и аннексии в Таджикистане. Россия же получит новый серьезный очаг нестабильности в бывшем ключевом для себя регионе. Бадахшан, как исторический пророссийский регион, может стать тем камнем, изъятие которого из устоявшейся системы сдержек приведет к эффекту обрушения многовековых конструкций. Я сомневаюсь, что это в интересах России, Китая, ЕС или США. Слишком чувствителен этот уголок, этот краеугольный камень безопасности в Азии. Это сердце Азии, которое питает все низовья до Каспия водой. Это средоточие перекресток интересов. Это нервный узел на границе с Китаем, Индией, Пакистаном и Афганистаном. Слишком важен и чувствителен этот уголок, чтобы позволить самозванцу и проходимцу с заочным колхозным образованием обрушить мир на крыше мира. Всего доброго и с надеждой.